В это особенно жаркое утро берега Асы заполнили активисты всех возрастов. Вооруженные перчатками и мешками для мусора, они собирали пластиковые бутылки, упаковки и другие отходы. А незадолго до начала трудового марафона перед участниками выступил министр природных ресурсов и экологии Микаил Мизиев. Хотим показать, как мы убираем свою родину, убираем свою территорию, покажем пример другим регионам, как мы вместе, дружно делаем пользу для нашей республики, как даем пример экологическому воспитанию наших детей. Самые маленькие жители в стороне не остались и тоже пришли поработать на благо экологии республики. Наима Нальгиева узнала о субботнике от своей тети и решила тоже принять участие. Я считаю, что такие субботники очень полезны, потому что мы должны заботиться о нашей природе и сохранять ее. Активисты ресурсного центра добровольчества – постоянные участники подобных мероприятий. Саид Арчаков с 2021 года регулярно помогает проводить экодесанты, посвященные защите окружающей среды. Я участвую, потому что я осознаю, что заботиться об экологии – это ответственность и долг каждого здравомыслящего человека. Неоднократно мы от ресурсного центра добровольчества, от Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия проводили субботники, различные экологические мероприятия. Это не просто субботник, а целое событие. Между делом активистам предложили окунуться в искусство. Мастер-класс по гончарному мастерству помог отдохнуть после физического труда, а конкурс на самый необычный найденный предмет добавил азарта процессу очистки. Очень рада здесь быть. Мы первый раз в Ингушетии. Мы поражены совершенно красотами природными, которые мы здесь увидели, которыми мы наслаждаемся. Сегодня мы убираемся на берегу реки Асса. С нами очень много людей, очень много молодежи, очень много детей. И это правильно, потому что наша общая задача – формировать экологические привычки с самого раннего детства. Такие акции, как особенности национальной уборки, позволяют не только избавиться от отходов, но и сплотить людей вокруг общей цели – защищать наше природное наследие. А проходит проект с весны 2023 года по всем регионам страны. Нам эстафету передали из крайней западной точки России – Калининграда. Мы же передадим ее Якутии. Что действительно интересно, в Ингушетии акция проходит практически перед Днем России. Уже завтра страна будет отмечать один из важнейших праздников. Сегодня, можно сказать, проходила подготовка к нему. Ведь Родина – это земля, которую мы должны беречь и держать в чистоте. И участие в субботнике – это патриотизм и проявление любви к родным местам. Данный субботник проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Чистая страна», реализуемой партией «Единая Россия». Отрадно заметить, что в этом году мусора намного меньше, чем предыдущие субботники. Это означает, что реализация федерального партийного проекта «Чистая страна» дает свои плоды, так как мы в рамках данного проекта проводим комплекс мер. Важно с ранних лет приучать детей к любви к природе и окружающему миру. И такие акции вносят большой вклад в формирование ответственного отношения к природным богатствам. Мария Макеева, Билал Ахильгов, Магаз 24.